Нет, ребятки, никаких. Еще перед началом слушаний однозначная позиция защиты. Подозреваемая комментировать ничего не будет. В Верховном суде Эльмира Горданова появилась в сопровождении адвоката. В это время их ждут журналисты основных масс-медиа республики. Оно и понятно, дело резонансное. Год назад в страшном пожаре сгорели 4 детей. Супруг, мать и брат подозреваемой. Очень страшная ситуация. Это 7 трупов, это у меня душа болит. Дом вспыхнул так быстро, что шансов выбраться и выжить не было. Еще тогда говорили соседи. Дверь мама открывала, а папа сверху с огорода спустился. Видимо, попытался спасти детей, зашел, но он не вышел. Когда пожар потушили, худшие опасения подтвердились. На пепелище обнаружили тела всех детей и 3 взрослых. В живых осталась только Эльмира Горданова, которая в этот момент находилась во дворе. Возможно, тогда у следователей и прокуратуры возникли подозрения. Позже эксперты, по данным следствия, на пепелище нашли следы горючего. Расследование шло больше года. Сначала возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже потом Эльмиру Горданову обвинили в убийстве и умышленном уничтожении имущества. Все это время она находилась под подпиской о невыезде. Сегодня эту меру пресечения в суде продлили. Ребята, никаких комментариев. Дайте нам провести процесс, никаких комментариев. Что это решение значит для обвиняемой, не прокомментировала ни она, ни ее защита, которая, впрочем, заявила, что выскажет свою позицию по завершении процесса. Сегодня прошло только предварительное слушание. Следующее заседание уже с присяжными 10 сентября. Рамиль Шайдунов, Мазидинов, ТНВ, Казань.